Пересмотреть отношение к многодетным семьям предлагают члены Общественной палаты Башкортостана. Что не так, обсудим прямо сейчас вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Ирина Сухарева, член Общественной палаты Республики Башкортостан. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что не так, почему вы не согласны с тем, как относятся к многодетным семьям? Я так понимаю, что вы имеете в виду тех, кто считает, что это проблема. Ну, вообще, да, начнем с того, что люди разные бывают, у людей у всех свое мнение. Я просто вижу такую историю. Я сама росла в многодетной семье, для нас это совершенно нормально. Но бывает так, что когда с кем-то разговариваешь, да, у людей в воображении возникает такая картинка, либо мультфильм, где обезьянка с малышами бегает и не справляется, и все у нее сложно, либо это... в обществе в основном такая история, да, либо это люди, которым сложно живется, кто-то там что-то просит, да, нам нужны пособия, нам нужны такие вот моменты поощрительные, да, какие-то, это потребление, а хочется, чтобы больше восприятия было именно с такой точки зрения, что многодетство это нормально, это история, когда все здорово, успешно, все друг друга любят, все друг друга обнимают, осознанное родительство, мама, папа, малыши, все растут вместе, ну, как-то вот так. То есть я сама живу в этом, у меня 4 ребенка, да, и активно мы хорошо справляемся. И очень много людей знаю, у которых тоже есть несколько детей от 3 и более. И хочется, чтобы восприятие, да, нас было таким, что нормальные люди, у которых все хорошо. Вот. Мы знаем, что республика один из российских регионов, где наибольшее число многодетных семей. Мы знаем, что оказывается колоссальная поддержка. Но я все-таки так это отмечу, потому что и социальные выплаты, и возможности с помощью социального контракта получать деньги от государства, открывать свой бизнес и так далее, и так далее. Вот как вы оцениваете со стороны государства поддержку? Именно по Республике Башкортостан? Ну, в целом, вообще? Что вы видите? Ну, я бы сказала, что много сейчас делается для того, чтобы была поддержка у многодетных, но такая ремарочка, да, у малообеспеченных многодетных. Да, у малоимущих, вы правы. Да. Вы правы. А сколько в семье, да, для меня республика это семья, сколько в республике семей, где обычные многодетные семьи, да, нас очень много. Много семей, которые работают на нескольких работах, чтобы прокормить свою семью, чтобы их дети ни в чем не нуждались, чтобы они также могли отдыхать, куда-то ездить, да, чтобы дети ходили на различные секции, чтобы они были хорошо одеты, сыты. Вот, чтобы они ходили в кинотеатры и все остальное. Поэтому хотелось бы, конечно, обратить внимание на сообщество простых многодетных семей, которые в основном не пользуются никакими льготами. Вот. Ну, то есть это не те, кто не подходит под категорию малоимущих? Да, начинаешь разбирать, не все подходят. Вот. Хорошо, но как вы видите эту поддержку простых, как говорите, многодетных семей? Ну, конечно же, это льготы, скидки для тех, у кого 3 ребенка и более. Конечно же, наверное, это пересмотр. Есть даже у нас такая история, да, если ребенку старшему исполняется 18 лет, семья уже не многодетная. Ну, например. Да, то есть у меня вот вчера я многодетная, сегодня сыну 18, к примеру, и все, завтра я уже не многодетная. Ну, тоже как-то, не очень вяжется. Вот. Потом про скидки сказала. Также у нас, например, вот сейчас на рассмотрении находится законопроект, да, в Госсобрании Курултая о том, что многодетные смогут пользоваться парковками бесплатно. Тоже было бы, например, очень даже неплохо. Почему бы и нет. Про скидки уже я сказала. Хотелось бы, конечно, это все популяризовать, хотелось бы, чтобы мы как-то друг друга в этом поддерживали. Ну, еще у нас очень много в республике семей социально активных, да, которые имеют свои проекты, которые своих детей воспитывают в таком осознанном, да, русле. Это не только секции различные, да, это еще и финансовая грамотность, какие-то вот такие моменты. Это когда мама и папа вдвоем, когда мама папу, да, не задвигает, вот они все вместе делают. И хочется, чтобы было, конечно, у нас много таких историй, связанных с наставничеством, когда семья семье помогает, чтобы были такие моменты, когда у кого-то получилось хорошо проект реализовать, да, например, а мы много же занимаемся вот такими социальным проектированием, да, кто-то уже бизнесом занимается, вот, и хочется, чтобы вот этими историями друг с другом родители тоже делились, чтобы была такая атмосфера, такая площадка, где вот мы вместе формировали бы вот это успешное сообщество многодетных семей. Как общественник, с чего вы начнете? Уже мы начали работать в основном в онлайн, это какие-то опросы, мы завели страничку пока в Инстаграм, мы зарегистрировали автономную некоммерческую организацию многодеток, мы сейчас, конечно, пока мы не можем участвовать в грантовой деятельности, потому что нам всего лишь, даже еще месяца нет, вот, но
мы уже начали активно помогать, мы начали знакомить родителей друг с другом, мы участвуем активно в чатах, мы вот в эти выходные будем проводить мозговой штурм, будем выстраивать стратегию, механизмы действий, что мы можем делать, чего мы не можем делать. И очень хочется выстроить активное взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами республики, потому что разные люди обращаются, да, и если мы видим, что может помочь какое-то министерство, мы, например, можем вместе вот эту историю делать. То есть я не говорю про то, что мне, да, опять-таки мамочка, например, обращается и говорит, нужна помощь детям, да, то есть мы не фонд. Мы, конечно, можем, да, общаться с фондами, помогать, но хочется больше вот такой вот созидательной истории видеть. Чей опыт вам более кажется привлекательным, да, вот по пересмотру отношений к многодетным семьям? Вы имеете в виду страны? Или либо страны, либо другие регионы российские. У нас очень активно в Приволжском федеральном округе Пермский край, например, работает, да, вот с этой историей. Мы сейчас, кстати, начали общаться. А в чем суть там? Межрегиональный уровень, и что мне очень нравится, я же 5 лет была руководителем студенческих отрядов республики, сейчас председатель этой организации, и очень здорово, что у нас много друзей за пределами Республики Башкортостан, и мы уже, если какой-то вопрос есть, просто через региональное отделение других регионов узнаем, как с кем общаться. Вот. И буквально с конца января я сама планирую начать выезжать в другие регионы, уже знакомиться, обмениваться опытом, смотреть уже, как их проекты какие-то успешно реализовались. Вот. А вот что касается опыта Перми, то по содержанию давайте пройдемся, что там хорошо. У них активное сообщество родителей, друг с другом они общаются очень активно, вот так коллаборируются. Ну, то есть это само движение снизу, так называемое, и то, чего вы хотите добиться здесь, в Башкортостане? Очень хочется, чтобы именно, конечно, движение снизу. Про отряды еще расскажу. Если бы студентам не было интересно, они бы не работали. Да, то есть никто сверху не может им сказать, давайте работать, они побежали работать. Вот. То же самое, если родителям это будет неинтересно, конечно, смысла никакого совершенно нет. Поэтому, когда это интересно самим гражданам, когда это интересно самим семьям, вот тогда и возникают хорошие позитивные истории, практика, какие-то классные проекты, наставничество, да, какие-то вот такие вот вещи, которые очень много пользы могут принести нам самим. Угу. Ирина, ну а что бы вы ответили тем, кто считает, что child-free это нормально? Вот безотцовщина есть такое явление, да? Вот как вы можете противопоставить вот эти понятия и понятия многодетной семьи? Вчера, кстати, мы же еще занимаемся общественной деятельностью, вчера в одну семью вернули ребенка из детского дома. И когда видишь вот эти истории, когда у ребенка боль, да, он с кем-то там расстался, да, с родителем, потом вернулся, ты понимаешь, что, ну, на самом деле делаешь очень полезные дела, и что вот этой боли лучше не наносить детям, этих травм детских. Вот. Я считаю, конечно, что семья, утрирую уж, да, ну, в общем, лучше, когда семья полная, когда есть и мама, и папа, и когда мама папе передает бразды правления, потому что главный в семье все-таки это папа. Вот. А, конечно, ситуации в жизни бывают разные, да, бывает, что так получилось, что мама одна воспитывает, например, да, там несколько детей. И здесь есть тоже и позитивные ситуации, и негативные. Поэтому хотелось бы, конечно, да, чтобы позитивных ситуаций было как можно больше. Но я вот отношусь позитивно именно к традиционной семье, когда есть мама, папа, дети, и они видят положительный пример. Они же с детства все это переносят потом во взрослую жизнь. Есть еще мнение, что многодетные семьи – это оплот демографии. И вот даже государство начало пересматривать, поддерживать не только тех семей, где родился первый ребенок, но и тех, кто рождаются третьи и последующие дети. Да? Вот считаете ли вы эту политику правильной и как можете прокомментировать? Ну, конечно, хорошо, что поддерживают и какие-то вот моменты, связанные там с финансами, да, продумывают, делают, внедряют, и я более чем уверена, что таких моментов будет еще больше в нашей стране. Вот. Но мы стали многодетными не сразу, да, с моим супругом, не ради каких-то вот таких преференций, не ради даже там вот этих вот сертификатов и всего остального, а просто от большой любви к детям, от понимания, что есть два, мы справимся и с третьим. Вот. Ну, как-то вот так. Ну, вы поддерживаете? Ну, я поддерживаю в целом, да. Ну, давайте еще коротко обсудим по студотрядам. Какие новости по этому направлению, что происходит? Спасибо пандемии большое. Мы много к чему пересмотрели свое отношение. Мы поняли, что мы можем работать онлайн эффективно. Мы провели стратегическую сессию. Сейчас именно студенческие отряды Республики Башкортостан формируют свою экосистему небольшую. Это когда все проекты соединенные в одно. Там начались уже истории, связанные с мелким предпринимательством.
И это тоже интересный опыт для молодежи. Начали создавать себе сами рабочие места, что тоже вполне неплохо. Начали думать о том, какие отряды у нас могут быть круглогодичными. Это няни, это курьеры. Вот какие-то такие истории сейчас ребята создают, и я очень рада. Ну и, кстати, я рада, что работала именно в отрядах, да, потому что там тоже есть многодетные. И когда ты изнутри знаешь моменты, да, у ребят, да, ну, студент, то есть, когда многодетной студент, семьи, да, он летом едет зарабатывать деньги. Я опять-таки говорю просто точно про некоторые истории. Он летом едет зарабатывать деньги себе на обучение, потому что маме сложно, папе сложно. И когда ты видишь вот эти результаты, пусть точечно, пусть не так много их, да, то ну, это прям стопроцентное удовольствие, стопроцентный результат, потому что это на самом деле вот ради результата, не ради красного словца. Поэтому я четко понимаю, что нужно делать сейчас для того, чтобы у нас получилась вот эта хорошая история. Ну и, конечно, студенческие отряды активно сейчас вовлечены вот, в развитие организации многодеток, потому что они тоже понимают, что это будет очень хорошая история. И несколько слов про эту хорошую историю, да, какой конечный результат вы видите? Я не могу сейчас сказать, что будет с нами через 5 лет, потому что мы вот будем делать стратегическую сессию, хотим все это отстроить, посмотреть. Но я сейчас понимаю так, что это много хороших примеров, что это много каких-то инсайтов у родителей, что это хорошие проекты реализованные, что это привлеченные средства финансовые в республику, да, через гранты, через такое вот проектирование, потому что грант-операторов у нас много, будем стараться. Вот. Ну и я четко вижу, что осознанное родительство еще активнее будет у нас, ну, как-то вот работать. Спасибо вам большое, Ирина, за то, что вы пришли к нам на интервью. Встретимся, я думаю, еще не раз. Спасибо. Спасибо. До свидания. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Ирина Сухарева, член Общественной палаты Республики Башкортостан, и мы говорили о поддержке многодетных.